І все.
Красной площади ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, жители блокадного Ленинграда, дети войны, ветераны в лагере — это День Победы. Он бывал в огне сражений, помнит светлый день весенний. Это День Победы. Этот светлый день праздник салютов в весне. Радуйся, народ, ликуй, победа долгожданная шагает по земле. Победа! Победа! Великое слово! В нем слава отчизны и слава бойца! Народ трепетать заставляет любого. Оно как огонь зажигает сердца. Зажглась на небе яркая звезда. Вот майский день, когда пришла победа. И пусть бегут безжалостно года, им не затмить тот яркий лучик света. Победа в сердце каждого живет, она во мне, как праздник самый светлый. Он никогда, я верю, не умрет, ведет бессмертной памятью согретый. Все меньше вас, участников войны, но вы в строю, солдаты и ветераны, но так же нежно в эти дни весны вам внуки дарят красные туманы. И боль, и кровь седых фронтовиков, в боях забытая, священная победа, она в сердцах детей и стариков. И потому людской судьбой согрета. Слава вам, храбрые, слава, бесстрастные, вечную славу поет вам народ. Доблестно жившие, смерть сокрушившие, память о вас в сердцах наших живет. Ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, бывшим путникам концентрационных лагерей, жителям блокадного Ленинграда, детям войны, ветеранам боевых действий. Ура! Сегодня праздник входит в каждый дом, и радость людям с ним приходит светом. Мы поздравляем всех с великим днем, днем нашей славы, днем победы. Проходят года, но не меркнет вдали и горе, и скорбь народа. Вы трудной дорогой к победе пришли весной 45-го года. А если я молод и позже растет, ему эстафету сходу, победным салютом всех заждет весну 45-го года. Страшна для врагов и светла для друзей российская наша погода. Есть в каждой победе, а есть и моей весна 45-го года. Да будет яркая звезда, прозрачная высь небосвода для всех поколений, на все времена, весна 45-го года. Торжественное мероприятие
посвященное 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, открывает глава муниципального образования городского округа Сыктывкар, руководитель администрации Владимир Борисович Голдин. Торжественное мероприятие, посвященное 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, объявляется открытым. Слово предоставляется главе Республики Коми Владимиру Викторовичу Куйбу. Уважаемые жители республики, дорогие ветераны, фронтовики, труженики тыла, бывшие узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда, дети войны, участники специальной военной операции, участники локальных войн, ветераны боевых действий. Поздравляю вас с самым главным и священным праздником нашей страны, Днем Великой Победы! Наш многонациональный народ отстоял свободу и независимость отчизны в самой тяжелой, жестокой и кровопролитной войне. 9 мая 1945 года вошло в мировую историю как символ мужества и героизма, доблестного подвига советского народа. Республика Коми находилась далеко от боевых сражений, но не могла оставаться в стороне. Защищать Родину ушли более 170 тысяч человек. Многие из них добровольцы. Выходцы из республики воевали во всех фронтах. Солдаты и офицеры бесстрашно бились с врагом. В боях за Отечество пали смертью храбрых, умерли от ран. Около 53 тысяч солдат и офицеров. Более 23 тысяч пропали без вести. Оставшиеся в тылу взрослые и дети жили и работали по принципу «все для фронта, все для победы». Республика Коми поставляла стратегически важные для всей страны уголь, нефть, лес. Непосильный труд лег на плечи стариков, женщин и детей.
Мы в вечном, неоплатном долгу перед всеми, кто смело шел навстречу врагу в боях за Родину, кто спасал раненых и выхаживал их в госпиталях. Перед всеми, кто терпел муки в фашистских концлагерях, выживал в голодном, блокадном Ленинграде. Перед всеми, кто самоотверженно работал в тылу. День Победы переполняет наши сердца глубокой благодарностью к вам, уважаемые ветераны. Вы выстояли, выдержали все тяготы военного лихолетия, а затем восстановили страну из руин. Вы научили нас ценить жизнь и мирное небо над головой, преодолевать любые трудности, беззаветно любить Родину и ставить интересы отчизны превыше всего. Героизм и преданность Отечеству многих поколений военнослужащих помогали выстоять в самых тяжелых боях, победить самого сурового и жестокого противника. Так было и так будет. Сегодня воины нашей Росстраны, в том числе и бойцы из Республики Коми, противостоят неонацизму, отстаивают суверенитет Российской Федерации, защищают нас и наших детей. Это пример истинного служения отчизне, смелости, патриотизма и самоотдачи. Любая война не обходится без потерь. Прошу почтить минутой молчания память всех ушедших героев Великой Отечественной войны, всех погибших за Родину в локальных войнах и конфликтах в ходе специальной военной операции. Спасибо. Никто не забыл и ничто не забыл. Мы всегда будем помнить о героизме всех, кто отдал жизнь за Отечество, за настоящее и будущее России. Мы наследники Великой Победы и сделаем все, чтобы не допустить разгула неофашизма, сохранить наши духовные ценности, свободу и независимость России. Все то, за что сражались наши отцы, деды и прадеды. Победа будет за нами. Уважаемые ветераны, мы всегда будем помнить ваш ратный подвиг и самоотверженный труд. Всегда будем равняться на вас, воспитывать на вашем примере молодежь. Мы сохраним, передадим эту память потомкам. От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, внимания, любви и заботы родных и близких. Низкий вам поклон за нашу победу. Дорогие друзья, с праздником, днем нашей Великой Победы! Слово предоставляет ветерану Великой Отечественной войны Эдуарду Ивановичу Матюшину. Дорогие земляки, от всей души, от всего сердца поздравляю вас с Днем Великой Победы!
78 лет назад мы доказали миру, что мы сильный народ, и мы все можем пережить. Но мы не можем допустить преследования фашизма. Не имеем права дать волю нацистам истреблять живое на земле. Привязывать идеологии насилия, ненависти и враждебности. Противостояние этому нам всегда помогали чувство патриотизма, беззаветная любовь к своей стране, преданность и верность законам жизни, в которых главными ценностями является человек, его право на труд, мирную жизнь, любовь к созданию. Сегодня мы снова отстаиваем эти ценности, проявляя кровь нельзя потерять. Но мы знали, что какими бы суровыми не были отстаивающие борьбу с противником, победа будет за нами. Так было, так есть и так будет. Ура! Слово предоставляется участнику специальной военной операции, сержанту Александру Геннадьевичу Сажину. Уважаемые ветераны, труженики тыла, дорогие земляки, поздравляю вас с Днем Великой Победы, которую 78 лет назад одержали наши деды и прадеды, не дав фашизму поработить нашу страну и наш народ. Сегодня мы снова защищаем Родину от неофашизма. Мы приняли вызов и сможем доказать, что никакие трудности и испытания нас не сломят. Мы выстоим, выдержим и победим, потому что мы едины, в единстве наша сила. Спасибо вам, дорогие земляки, за помощь и поддержку. Спасибо Владимиру Викторовичу Уйбо, как главе республики и как неравнодушному человеку, который искренне переживает за нас и за наши семьи. День Победы в истории Отечества стал днем торжества и справедливости. Я верю, что очень скоро мы с вами станем свидетелями еще одного такого Дня Победы. За нами правда и с нами Бог. С Днем Великой Победы! Слово предоставляется руководителю местного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Николаю Владимировичу Мототнову. Уважаемые ветераны, труженики тыла и участники торжественного мероприятия. Сегодня, 9 мая, мы отмечаем одновременно радостный и печальный праздник – День Победы. День радости, потому что мы знаем, помним и чтим великий подвиг героев. День памяти. Миллионами жизней заплатила наша страна за победу. Низкий поклон и благодарность всем, кто прошел испытания войны. Всем, кто ходил в атаке, кто трудился в тылу, не покладая рук, кто писал письма поддержки на фронт, кто ждал и верил в победу. Уважаемые ветераны, вы не только победили в этой войне и отстояли независимость, вы на своем примере показали, что значит любить и защищать Родину, быть патриотом. Юна будут помнить и передавать память о великих подвигах героев войны и тыла следующим поколениям. С праздником! С Днем Великой Победы! Торжественное мероприятие, посвященное 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, объявляется закрытым.
под государственный флаг Российской Федерации, подпись Знамени Победы и Знамени 28-й Невель, краснознамённой стрелковой дивизии. Смирно! Равнина! Слева! Пора все расчеты для торжественного прохождения. Во знаменовании 78-й годовщины Победы Великой Отечественной войне построили командующий парадом по полковнику Сидоренко. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Приказ министра обороны Российской Федерации. Товарищи солдаты и матросы, сержанты, старшины, прапорщики, мичманы, офицеры, дорогие ветераны. 9 мая в нашей стране отмечается всенародный праздник День Победы. Память о Великой Победе 1945 года навеки останется на истории человечества. Она касалась советского народа и воинов Красной Армии. В этот день мы сохраняем подвигов наших отцов и дедов. Сохраним фашизм, сохраним для нас мир и свободу. Отдаем дань уважения ветеранам, стойким и уступаем. Сегодня личный состав вооруженных сил Российской Федерации. Верно боевым традициям, великому достоинству и, конечно, надежно стоит на страже безопасности нашей Родины.
Уважаемые товарищи, поздравляю вас, ваши семьи, родных, с великим праздником. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых решений на благо Отечества. Наименование 78-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов приказом 9 мая 2023 года, 22 часа моментного времени, провести армейский полет в течение войн и вооруженных сил Федерации. Столица нашей Родины, город-герой Москва, города-героев Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, городе-героя Ленинграде, Севастополе, Смоленске, а также в других городах, штабы военных общевойсковых армий, министр обороны Российской Федерации, генерал армии Шойгу. Ура, товарищи! Сейчас заканчивается. Что заканчивается? Пора. Пора! Мирно! К торжественному маршу! Мам, куда они пошли? А? Куда? Воротно! На двухлинейных дистанциях. Знаменная группа прямо. Остальные направо. Равнение направо. Шагом. Марш! Государственный флаг Российской Федерации несет капитан Еремин Иван Анатольевич, его ассистент и старший лейтенант Гавшин Константин Андреевич и старший лейтенант Гусейнов Баграм Касабалаев. Почетные право нести знамя победы предоставлено капитану Быкову Якову Евгеньевичу, его ассистент и капитан Литовник Александрович и лейтенант Гулевич Владислав Олегович. Знамя 28-й Невельской краснознаменной стрелковой дивизии несет капитан юстиции Полебякин Павел Евгеньевич, его ассистент и капитан Злобов Артем Александрович и капитан Бекужак Кайрат Юрьевич. На площадь выходит парадный расчет миноргийцев муниципального автономного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа номер 25 имени Вячеслава Александровича Малкова. Миноргийцы являются победителями муниципального этапа Всероссийских военно-спортивных игр «Победа 2023». Возглавляет парад расчета его организатора ПЖ ВОЗ Владимир Алексеевич. На площадь выходит парадный расчет миноргийцев муниципального автономного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа номер 12 имени Олега Кучелова. Возглавляет парадный расчет педагог-организатора ПЖ Прикалов Николай Николаевич.
На площадь выходит сводный парадный расчет юнормейцев муниципального автономного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа Сиротинск имени Ивана Алексеевича Буратова и муниципального автономного образовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа номер 21. Юнормейский отряд школы номер 1 носит имя почетного гражданина города Сыктывкара, кавалера ордена мужества Апанского Алексея Михайловича. Возглавляет парадный расчет педагог-организатор ОПЖ Юдин Евгений Григорьевич. На площадь выходит парадный расчет кадетов муниципального автономного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа номер 18, которые являются победителями муниципального этапа Всероссийских военно-спортивных игр. Возглавляет парадный расчет педагог-организатор ОПЖ Зайцев Андрей Геннадьевич. На площадь выходит парадный расчет Сыктывкарского торгово-экономического колледжа, чья история тесно связана с развитием народного хозяйства Республики Польша. Главные традиции спортивно-патриотической работы бережно сохраняет и приумножает подрастающее поколение. Заставило население юношей и девушки, проходящие подготовку в военно-спортивном клубе «Авангард». Возглавляет парадный расчет руководитель клуба Дмитрий Обух. На площадь выходит колонна студентов Государственного профессионального образовательного учреждения Сыктывкарский медицинский колледж имени Ивана Павловича Морозова. Суровые годы Великой Отечественной войны несколько курсовых групп на фронте было подготовлено 3 ускоренных курса, 162 фельдшера. В их числе был выдающийся политический деятель Республики Коми Иван Павлович Морозов, бесславный колледж сегодня. Для прохождения торжественным маршем на площадь выходит военнослужащий Центра подготовки личного состава войск Национальной гвардии Российской Федерации. Право нести знамя Центра на параде предоставлено старшему лейтенанту Корпусу Якову Николаевичу. Его ассистенты старший лейтенант Луцкий Александр Андреевич и старший лейтенант Семенихин Сергей Сергеевич. Высокого звания Героя Российской Федерации посмертно был удостоен сержант Голодедов Александр Николаевич, уроженец Республики Коми, младший сержант Кузиновский Александр Юрьевич. На Степановской площади парадный расчет Федеральной службы исполнения наказания России по Российской Польше. Подразделение возглавляет полковник службы Оленьков Эдуард Александрович. Отчетное право нести знамя предоставлено майору службы Слушая Георгий Митин. Торжественный марш проходит парадный расчет сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми, который честно службу выполняет сложные и ответственные задачи. На площади плотный парадный расчет сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми, которые твердо стоят на защите интересов граждан, общества и государства, четко выполняют судебные решения, обеспечивают законность и правопорядок и знак лишения свободы. На торжественное прохождение расчет управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Коми руководит парадным расчетом подполковник внутренней службы Коновалов Игорь Анатольевич. В парадном расчете принимают участие судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, в рядах которых участники боевых действий, имеющие правительственные награды. Торжественным маршем на Степановской площади идет подразделение Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Коми. Возглавляет колонну начальник управления полковник внутренней службы Капустин Ганин Анатольевич. Многие из сотрудников Главного управления, участвующих в сегодняшнем параде, награждены государственными наградами за героизм и мужество, проявленные при ликвидации пожаров и стихийных бедствий. В параде принимает участие военная техника Добровольного общества содействия армии, авиации и флота России. Во главе колонны проходит легендарная система залпового огня на базе автомобиля «Урал-СИС». Наиболее массовая советская боевая машина периода Великой Отечественной войны. Широко известна под народным прозвищем «Катюша». Солдаты нацистской Германии называли ее «Орган Сталина» из-за звука, издаваемого объявлением ракет. На Степановскую площадь приезжает бронетранспортер БТР-8. Управление Федеральной службы
исполнения наказания, предназначенные для транспортировки личного состава, поражения живой силы, огневых средств противника и низколетящих воздушных целей. Используются также для разведки, охранения и патрулирования. Максимальная скорость ПТР 80 км в час. Вооружение. Крупнокалиберный пулемет Вина Владимирова, танковый пулемет Калашникова. Приехал КамАЗ, про БТР говорят. Экипаж состоит из 8 человек. Командир, механик, водитель, оператор на море. Перед трибунами проходит учебная военная техника ДОСААФ России, на которой сегодня наши земляки проходят профессиональную подготовку по военно-учетным специальностям перед призывом на военную службу. Призывники изучают тактико-технические характеристики военной техники, приемы контрмарийного вождения, передвижение в составе колонны, действия в случае диверсионных атак. В годы Великой Отечественной войны десятки тысяч членов ОСА и АКИМа прошли обучение в этой организации. Республиканских обществ для государства были подготовлены более 25 тысяч специалистов военного назначения. ДОСААФовцы и сегодня продолжают качественно выполнять государственные задачи, направленные на укрепление оборонной способности нашей Родины. Деятельность активистов оборонного общества по праву можно назвать школой мужества, патриотизма и мастерства. На площадь выезжают снегомолотоходы «Русская механика». Данные техники используются в подразделениях МЧС России для проведения разведки на месте чрезвычайных ситуаций, а также проведения поисково-спасательных работ в труднодоступной местности. На площадь въезжает автомобиль мобильный узел связи на базе автомобиля КамАЗ. Мобильный узел связи входит в состав подвижного пункта управления и позволяет оперативно координировать работу сил и средств в зоне чрезвычайной ситуации. На площадь въезжает автомобиль технического освидетельствования маломерных судов. Данный автомобиль состоит на вооружении подразделений Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. На площадь въезжает пожарная автоцистерна «Урал». Автомобиль является современным образцом пожарной техники и в настоящий момент состоит на вооружении подразделений МЧС России. Предназначен для тушения горных пожаров. На площадь въезжает пожарный автомобиль насосно-рукавный комплекс на базе автомобиля «Урал». Оборудование данного пожарного автомобиля позволяет подавать огнетушащие средства на большие расстояния.
исполнение песни. Готов! Марш! День победы, как он был от нас далек, как кострем осушен таял уголек. Перелёсты, обгорелые пыль, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, город пропал. Это праздник с сединою на висках. Это рядом со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. И ночь у марцеловских печей не слыхала наша Родина очей. И ночь битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, город пропал. Это праздник сединою на висках. Возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали полземли, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, город пропал. Это праздник с сединою на висках. Праздником, друзья! Днем Великой Победы! Ура!
В Кировском парке тоже гуляния. Различные мероприятия для детей, для взрослых. Горячее питание.